Прошло 28 лет с того дня, как началась Отечественная война. Если не все, то многое напоминает о ней. Сегодня в нашей студии вспоминаем первый день войны, 14 августа. Сергей Шамба, Леонид Лакербая, Патал Джоппа – гости нашей программы. Их активнейшая вовлеченность в политические процессы в самый тяжелый для страны период – основание для самого серьезного восприятия того, что услышите вы, наши зрители, сегодня вечером на канале Абхазского государственного телевидения. Хлубзеока. Время – это лишь последовательность наших мыслей. Возможно, это так. Интересное определение. Начало войны, 14 августа, вы столкнулись с неизбежностью, суровой реальностью. Сегодня есть возможность поделиться своими воспоминаниями, эмоциями. Последние в этом случае крайне уместны. Знаете, после событий 1989 года, когда произошли первые столкновения, пролилась первая кровь, было уже понимание того, что нас ждет впереди непростое время. И я, когда возглавил Народный форум Айдгвара, президиумом правления нашей организации, мне было поручено по возможности готовиться к такому развитию событий. На случай агрессии принять необходимые меры, возможные меры, во всяком случае, для того, чтобы защитить общество и народ наш. И в Но тот все день... же, чего было больше, вот я имею в виду именно среди политиков, надежды на то, что все же такой глобальной войны не произойдет, или все же она начнется? Ну, честно говоря, что именно такой масштаб будет, не все это понимали. В том числе и я тоже. Я не думал, что это так затянется. Я думал, будут какие-то столкновения, как-то мы остановим, потом вмешаются какие-то силы, как это было в 1989 году. Но время было уже другое, и все стало развиваться совершенно по другому сценарию. В тот день, когда началась война, у нас должно было быть заседание Верховного Совета Абхазии, и мы перед заседанием всегда собирались, ну, я был членом президиума, тогда в президиум входило 9 человек, 3 человека от абхазской фракции, 3 человека грузинских депутатов и 3 человека других национальностей. Ну, из абхазцев были Владислав Арзенба, Константин Озган и я. В тот день в Верховном Совете... 14 августа. Да, 14 августа мы должны были обсуждать проект Конституции, который тогда предложил мой брат Тарас Шамба. И мы собрались в кабинете у Владислава Арзенба, были представители, депутаты парламента, которые поддерживали нас из вот этих 3, которые были не абхазскими, не грузинскими депутатами. Это были Тополян, это был Воронов и несколько тоже активных депутатов тоже присутствовали на этой встрече. Вот во время обсуждения повестки дня и того, что предстояло нам в тот день, вдруг позвонил по телефону заместитель главы администрации Ачамчирского района Бадия. И он сказал, Владислав Григорьевич поднял трубку, он сказал ему, что по объездной дороге идут танки, что видят танки. Владислав Григорьевич начал набирать вертушку. По вертушке он хотел связаться с постом, который у нас был на Ахурей. Но в свое время, как мы уже говорили, ожидание тревожное того, что может наступить агрессия, у нас было, и мы тогда создали гвардию. В Абхазии был полк внутренних войск. После распада Советского Союза
мы договорились о том, что вооружение этого полка остается здесь. Даже командующий остался в Абхазии, возглавил эту гвардию абхазскую. И вот это вооружение, и вот это командование этим полком перешло к гвардии, которую мы тогда создали из добровольцев-ополченцев наших абхазских. Они стояли на дорогах, и был пост в Ахурей, который мы считали никак не могут обойти, никакие, потому что там такое место. Поэтому Владислав Арзенба по вертушке начал связываться с этим постом. Там не отвечал пост этот, потому что, как потом выяснилось позже, их оттуда убрали, повезли в город Гал обедать якобы в столовую. А Бади опять позвонил. Владислав опять набирает по вертушке, опять нет ответа. Опять звонит Бади. Арзенба начал уже нервничать и начал с ним жестко разговаривать, грубо, типа прекрати там панику разводить. И в следующий раз Бади, уже опасаясь звонить Владиславу Арзенбу, позвонил в приемную. В приемной сидела Раиса Погорелая. И он попросил позвать Багапша Сергея. Раиса зашла и сказала, что звонит Бадия, просит Сергея Васильевича к телефону. Сергей вышел, переговорил, вернулся и сказал: слушайте, он видит, что идут танки. Ну тогда уже как-то все насторожились. Здесь этот полк не отвечает, этот пост не отвечает. Здесь такая информация. В это время из Айтглера пришел Дима Адлиба, покойный уже, и сказал, что в Айтглера тоже звонят и сообщают, что идут танки. Он зашел в кабинет к Владиславу Арзенбу, где мы все сидели. Тогда было принято решение послать по трассе в сторону Очимчиры наших представителей. Выбрали Какалия, который был советником Владислава Арзенба по военным вопросам, Гурджио Валерия. И Дима Адлиба вызвался тоже с ними поехать. Вот они выехали и где-то на трассе столкнулись с этой колонной, им удалось свернуть, и они потом оказались в Кварчале. Оттуда потом Какали пешком по обходным путям, через села, через леса пришел, когда мы уже были на Гумисте. Вот. А мы сидели. Владислав Арзенба после этого выехал. Сказал, что поедет, в Эшерах стояло подразделение, вот эта сейсмическая станция. Он поехал туда какое-то вооружение просить, гранатомет или что-то такое. Ко мне подошел Валерий Кварча и говорит: ты чего сидишь? Давай езжай, ты знаешь, что делать. Ну, я сказал, мне неудобно, говорю, оставить всех и уехать. Нет, нет, он настоял, надо ехать, и другие тоже подошли, давай езжай, занимайся своими делами. Кстати говоря, Сергей Платонович Дбар после войны уже мне сказал, что именно то, что мы тогда создали, вот эти организованные отряды, это нас и спасло в первые дни войны. Было понимание в первый день, что на самом деле началась война, которая затянется. Это война. Ну, это... у некоторых было. Вот я же говорю, у нас была договоренность там в Гудаутах. Когда вот я приехал в Гудауты и встретился с людьми, которые у нас должны были отвечать в Гудаутах за то, чтобы взять это организованно вооружение на Гудаутской базе, они ничего этого не сделали, потому что они еще не до конца понимали, вот что произошло. И когда я им начал говорить, что это война и так далее, что почему вы этого не сделали, они мне говорят: ну, а что скажет Владислав Григорьевич? Я говорю: я не знаю, где Владислав Григорьевич. Я говорю: там, где мы договорились, я поехал, я его не нашел. Они говорят: мы знаем, где он находится. Но он находился вот в Эшерах, где я сказал, в этой базе, ну, вот на этой части. И мы пошли, у моря был пограничный пункт, прямо рядом с администрацией Гудаутского района, у моря был пограничный пункт. И там прямо как зайдешь, у столба вертушка была, и часовой стоял. Но мы, конечно, туда зашли, по вертушке я связался с Владиславом Григорьевичем. И я сказал: вот
ребята, говорю, здесь ждут команды от вас, потому что у нас была договоренность взять, ну, я по-абхазски с ним говорю, чтобы ты не слышал. Он говорит, если можете, берите. Но я, когда вот, ну, понимаете, когда я пришел, и за мной увязалось большое количество людей, которые не знали, вот хотели услышать, что я там делаю. И это многие услышали, и вот той организованной, как у нас было намечено, не получилось организованно это сделать. Люди туда рванулись, я им что-то кричал, чтобы они собрались у лесхоза, но собралось у лесхоза не очень много людей, остальные кто схватил, кто куда разбежался. В общем, тех, которые там собрались, я их отправил туда, к Климову, в гвардию, бывший 8-й полк. Сам вернулся туда. Потом приехал на площади Ленина, был этот здание Совета Министров. Там мы встретились, Арзенба и другие были руководители. И не помню, кто сказал о том, что китоване, они хотят переговоры провести. И тогда была выделена делегация Сергей Багапш, Лабахуа Зураб, Зураб Ачба, Пилия Давид и Александр Анкваб, которые должны были пойти на переговоры там с китовани. Мы ждали ответа. Но они вернулись, договорились о том, что в город не будут входить грузинские войска, они остановятся за Киласуром, а мы выводим за Гумисто. Но мы понимали, конечно, что здесь может быть обман, скорее всего. Но другой возможности уже защитить город не было у нас, потому что единственное, где мы их удерживали, это был Красный мост, но уже была возможность обойти по Белому мосту и многие другие. И это привело бы, конечно, просто к разрушению города и войне в городе. Было время для паники или... Вот я абсолютно никаких или эмоций вот, не было, честно вам скажу. Может, не понимал всю глубину того, что происходит. Паникеров я не видел среди наших. Никто не паниковал. Я не знаю, как они в душе переживали. Но вот сам я был как какой-то робот, я не знаю. Никаких эмоций вообще не было. Я должен сказать, что к 14 августа шла наша история 92 года. Это же не просто так все возникло. Это имеет под собой серьезную основу. Абхазо-грузинские отношения никогда не отличались стабильностью. Если мы вспомним массовые выступления абхазов, даже в советский период, когда другие народы даже и не помышляли об этом, это и 31-й, 57-й, 67-й, 78-й, особенно 89-й год, где пролилась уже кровь, когда после мартовского Лыхновского схода, когда был поставлен вопрос о статусе Абхазии в рамках Союзной республики, в июле тогда пролилась первая кровь. То есть было столкновение. То есть реально все шло к тому, что Война противостояние... была неизбежна? Я уверен, что война была неизбежна. Эта уверенность особенно пришла после того, как где-то начиная года с 88-го, наверное, вот Камсахурда, еще не придя ко власти, со своим этим движением, они активно стали пропагандировать идею, что Грузия для грузин, а мы, значит, пришлый этнос Северного Кавказа. И вот эти его фразы, типа «не нравится жить в Грузии, езжайте на Северный Кавказ, откуда вы пришли», это уже был такой мощнейший катализатор того, что происходит в этой стране. Это было не просто так, это подкреплялось делами, вплоть до того, что там вот общество Костава покупало грузинам дома, вот в той же Гагре, где я работал тогда, квартиры покупало. Это мелочи, как бы, да, если вспомнить предысторию, то шла битва историков мощнейшая. До вот военной непосредственной битвы шла мощнейшая битва историков. Это тоже закономерность. Потом вы помните, как был сформирован наш парламент, да, на такой основе договорной, когда столько-то мест у грузин, столько мест у абхазов и столько-то у русскоязычных. Значит, и работа там не удалась, потому что чаяния абхазского народа и большинства русскоязычного, они шли в противовес интересам грузинского
народа и грузинского большинства, в частности тех, кто проживает в Абхазии. В итоге полный разлад в работе парламента, то есть единой позиции не было. Последнее заседание грузинская сторона вообще игнорировала. Я так полагаю, это мои предположения. Я хочу отметить, Ира, что я депутатом стал в 1991 году. До этого я не был фигурой политической. Многие моменты, предшествующие этому, я могу не знать, но то, что я реально знаю, что активная работа шла с российской стороной. И определенная поддержка там была. Но общий контекст российский, ельцинский, он был, конечно, это сейчас можно уверенно говорить, он шел вразрез интересам абхазов. И, конечно же, вот то, что в Дагомысе тогда, вот это как пресловутый Мюнхенский сговор, да, вот Ельцинско-Шеварднадзевский, когда решался вопрос Осетии, фактически было дано 3 дня на боевые действия в Абхазии. Конечно, мы этого тогда не знали, однозначно. Это уже потом стало ясно, что все к этому идет. Были, конечно, попытки. Приезжало огромное количество грузинского разного рода делегаций. 99% настроены крайне воинственно, но были те, с кем можно было говорить. Значит, которые тоже какую-то форму хотели сохранить, но вот некое чувство безысходности и безнадежности оно все-таки было. В том плане, что война неизбежна. Вот я лично говорю о своем ощущении в данную минуту. Могли бы мы подготовиться лучше к этому моменту? Я не знаю. Я не думаю, что могли бы. Все вот эти разговоры, там кое-кто себе позволял, вот Айбишак Алар, сколько рук, столько автоматов, это было больше на уровне, наверное, такой патетики. Но если судить, сколько грузинам дали техники тогда, да, на период распада Союза, и что имели мы, это были несоизмеримые вещи. И, конечно, я так полагаю, что тот же Арзенба делал все, чтобы как-то оттянуть этот процесс. И очень показательно, что 14 августа обсуждался проект договора о отношениях, взаимоотношениях между Республикой Абхазия и Республикой Грузия, то, что предложил Тарас Шамба. Грузинское телевидение уже объявило о том, что войска двигаются в сторону Абхазии. А мы все еще надеялись на продолжение политического процесса. Вот это важно. Важно, конечно, но я думал, где-то надежда была на то, что Россия как посредник, будущий посредник, а как определенный гарант постсоветской системы, не допустит. Я думаю, что это вынужденная надежда была, вот как я ее сегодня понимаю, да? Но мы должны понимать, что вот ты говоришь о 13 числе, а 13 числа я хочу сказать, что Верховный Совет Абхазии, по крайней мере, его абхазская часть, вечером были в Сухумском музыкальном училище, где мы слушали выступления наших юношей, девушек, которые учились в консерваториях, в музыкальных институтах по всей стране. Вот буквально накануне вторжения. Я сейчас вспомнил, как 13-го же вот мы в консерватории сидели, пела кто-то из мигрелок, какую-то мигрельскую песню, такую немножко заунывную, и Альберт Тополян мне вдруг говорит: представляешь, Ленчик, говорит, под звуки этой музыки танки вползают на территорию Абхазии. Мы еще так переглянулись, но это вот сейчас память вырвала из контекста вот эту вещь. То есть все-таки, и, наверное, мы же настолько были пророссийские в хорошем смысле, просоветские. Мы, видно, где-то подспудно считали, что я в данном случае не о себе говорю, а о руководстве нашем, что Россия не допустит этого. Мне кажется так. Потому что я могу судить об этом 14 числа, уже когда вот Нурс попал в здание парламента, и когда у нас нашлись депутаты, которые говорили: никуда не надо уходить, надо погибнуть всем здесь. Это будет, кто значит, говорил? Был один депутат, его сейчас нет, не хотел бы я его называть, но был такой товарищ, который, он причем не тайно, он громогласно сказал, что Абрахаршат нас, и за эту кровь отомстят те, кто должен отомстить. Вот, то есть была и вот такая ситуация. Вот тогда реально мы понимали, что началась война. Но дальше вот, когда уже вышли из зала, да, вышли на вот эту площадь, и вдруг Арзенба, я отвечаю за свои слова, значит, говорит, что садились в машину и спрашивают, куда едем, он говорит, в сторону от Хварчала. То есть некая вот эта неожиданность была. И я помню, как Сергей Басятович Саргуш подбежал, говорит, какой Хварчал? Шебат Совахи, говорит. Куда-то Ахцаруб, там есть связь правительственная, там можно говорить и так далее. То есть, я думаю, неожиданно было и для него тоже.
Вот то, что началось именно в этот день. И я еще раз говорю, это косвенный признак, да? Но я, откровенно говоря, сужу по нему. Дальше начались звонки тому же Ельцину, который, ну, из Лилах сказал, амшин дыштым тыть, все время в море, в море, в море, в море, он постоянно находился в море. Значит, были попытки связаться с Шеварадзе, это уже в Гудаутах, недоступен был, но был очень доступен и Косте Озгану, и Ливану Ардзенба, то есть там странные моменты творились. Значит, ну, я так понимаю, что неожиданно это было для всех. Какие были там надежды, какие были гарантии, не мне судить, я не был, значит, в руководстве Абхазии тогда. Я могу отвечать за период уже, когда стал ИО премьером, членом Госкомитета обороны. Там есть вещи, за которые я готов отвечать. Здесь я просто описываю свои эмоции того вот дня, того момента, которые были. Значит, вот то, что бомбили самолеты, это вообще было за пределами понимания, понимаете? И человек хватается за все. Я, например, думал, ну почему мировое сообщество молчит? Оно отмолчало очень прилично. То есть наша боль не была болью вот тех людей, которые были. Но я что хочу сказать, когда мы вот перебрались в Гудауту, да, вот если выхватывать вот так моменты, я не могу не отметить абсолютное спокойствие Альберта Тополяна и Важи Зарандия. Вот я должен это обязательно на чем сказать. это было основано, как вы думаете? Вот убеждение этих людей, потому что многие тогда, значит, начинали думать о своих семьях. Кто-то там организовывал выезды в Бомборский аэропорт, чтобы вывести кого-то. Я так полагаю, что если бы грузины зашли в Гудауту, эти два человека одними из первых были бы подвергнуты таким репрессиям, которые никому бы и не снились. Но они стояли со своими семьями, это была абсолютная твердость духа, понимание. Это вот было такое единение вот в рамках власти Абхазии тогда, которого я бы пожелал всем нашим следующим поколениям. А супруга Тополяна, ныне покойная Джема, она вообще там на себя взяла очень большую роль и в штабе организовывала работу. Разное было, но в целом, мне кажется, очень было важно вот единый настрой всего общества. Значит, ну, у нас какой парламент-то был? Из этого парламента вот 3 первых президента вышло. Это Владислав Ардзенба, значит, Сергей Багапш, Александр Анкваб. А если вспомнить, что там и Юра Воронов, и Зураб Пачба, и Станислав Лакоба, и Нателла Акаба, Сократ Джинджуль, это можно перечислять. Конечно, военная составляющая была, наверное, превалирующей, но парламент тоже сыграл свою роль довольно серьезно, начиная с самого первого дня. Что мы же многие моменты стали забывать. Сегодня, я уже когда даже к 2013 году, к 20-летию Победы готовился альбом, даже те, кто вроде бы знает историю войны, были поражены, что Альфред Леонидович Кокуев был депутатом Абхазского парламента. То есть, ну, время такое, скоротечное, быстротечное, меняющаяся информация, все это действительно так. Но и он был, и Виктор Логинов был, и Арут Гомцкян был, вот, слава богу, эти двое первые живы, а Рута-то нет. Если выхватывать, то несколько моментов тоже не могу не выхватить. Да? Вот 13 числа на вот этот концерт должен был приехать Зураб Саткилава. И он не появился. Он не появился, а если вы помните, был такой журналист Тенгиз Пачкория. Да, очень хорошо помню. Да, помните его. Да, он, по-моему, даже представлял целый ряд российских газет, типа «Независимость». Здесь с обкором был, да, очень активный товарищ. Он мне это объяснял так, например, вот утром 14-го, что Зураб не приехал потому, что был день рождения у Муслима Магомаева, и вот он забыл, что туда поехать. Но день рождения был 17 августа. То есть я так полагаю, что эта информация у них была. Довели его до него, что они начнут боевые действия, я не знаю, но то, что его из Пицунды увезли накануне, это точно совершенно. Абсолютно точно. Потом, когда мы заходили на заседание в этот день, был такой Чохонелидзе, по-моему, Ираклий, фотоархив ТАСС или фотокор ТАССа он был. Вот я просто помню, как он нас разглядывал. То есть там же грузинская делегация не шла. Вот это в предбаннике, когда заходишь, он буквально каждого как гипнозом разглядывал. Значит, я так полагаю, что они знали о том, что операция началась. Почему эта информация до нас дошла поздно, только тогда, когда НУРС уже, я имею в виду до депутатов парламента, которые там судили, не могу я сказать, почему это так было.
Но действительно информация о том, что грузинские войска уже зашли на территорию Абхазии, пошли аресты, там Ахурей, то, что случилось, мы это узнали намного позже. Кто и когда вот в первый день, или пусть это будет даже второй день, сказал самые важные слова вот, для того, чтобы... Конечно, Ардзинба. Ардзинба. Конечно, Это Ардзинба. его. Некоторая растерянность у него была. Вот я привел вам пример, да, когда вот отъезжали. Но она была минутной. То есть дальше это был уже лидер, готовый к тому, что надо противостоять. И я уже несколько раз позволял себе это сказать. Я и сегодня готов это сказать, что никакой другой человек не смог бы выполнить тот объем работы вот в тот сложнейший период от начала войны до его завершения, то, что сделал Владислав Ардзинба. Надежда на Москву, пока вы не владели всей информацией, какая-то надежда была, да? Надежда Она это и не сохранять. уходила никуда, Ира. Она Она была, никуда не эта уходила. надежда. Она подспутно была. Мы же советские люди, мы воспитаны были в той системе. Все наши катаклизмы с грузинами, мы всегда защиту искали в Москве. Другое дело, что эта защита иногда оборачивалась тем, что нас адресовали в Тифлис, и там А должны когда были стало решать. понятно, что Ельцин это для нас не Россия? Ну, вот эти документы Дагомысский дрон, но ведь была и другая Россия. Я поэтому говорю. Ира, Да. Юрий Владимирович Скоков, вечная ему память, секретарь Совета Безопасности. Мне кажется, это имя в Абхазии незаслуженно обойденное вниманием. С первых же дней был нашим другом и соратником. Вот если можно было что-то сделать, я сейчас не буду говорить, о чем Очень идет интересно, речь. наоборот, расскажите о нем. Нет, это был светлейший человек, который, если что-то и на чем-то Россия настаивала и давила Грузию, это все было под его руководством. Я вам могу сказать, может быть, интересные, неожиданные для вас вещи, что уже когда я возглавлял правительство Абхазии, вот тоже поколение ельцинское в правительстве, там Гайдар, Нечаев, значит, кто там еще, Шохин и так далее, они ведь нам оказывали очень существенную помощь. То есть надо отделять, надо реально отделять Ельцина, там, Козырева, да, вот это направление, где Пастухов был самым русским, на которого мы всегда обижались. Может, единственным русским вот, с точки зрения российских интересов. А вот было то правительство, которое нам реально помогало. И очень серьезно помогало. Я вообще бы хотел, чтобы вот эту сторону, там есть люди, которые непосредственно с ними общались. Они бы многое могли интересного сказать. То есть была разная Россия, абсолютно разная Россия. И разная Россия существовала до 1999 года. То есть она была совершенно Была разной. Россия еще добровольческая тоже. А вот тут, если позволишь, я бы хотел сказать особо. Значит, дело в том, что война началась 14-го, 15-го уже грузинский десант высадился в Гантиаде тогдашнем, сегодня Цандрипш, перекрыл границу, и тем не менее 15-го вечером первые добровольцы уже прибыли в Абхазию. Это был и Султан Сосналиев, и вот ученый Боразби Бажноков. Я вот как сейчас помню, как они поднимались наверх к Владиславу Григорьевичу, вот в Гудаутах, где на ломе. Он на одном из заседаний перед началом войны, выступая, обращаясь к грузинам, сказал такую фразу, что вы не думаете, что вы начнете войну, то есть к войне психологически были готовы все. Вы не думаете, что вы начнете войну, и вот только мы с вами будем воевать. Придут наши братья с Северного Кавказа. Грузины многие не верили, но и мы многие не очень-то поверили. И вот то, что уже на второй день они были здесь, это говорит о том, кто они. Вот не так давно ушел из жизни Муса Шанибов, один из людей, которых поднимал дух, который столько натерпелся. Вы-то помните, как добровольцы сюда шли? Вы же потом освещали их путь, который есть реально. Он сидел за свои призывы в Нальчике. Тогдашняя власть его посадила. И с каким трудом шли. Вот он умер, и мне кажется, долг нашего государства обустроить его могилу. И вот этот фактор добровольческий, он сыграл великую роль. Ну просто, я абсолютно уверен, что это так. И в 2013 году, когда первый раз отмечался День добровольца, мы ему отметили с помпой. И я считаю, так и должно быть. Потом это как-то сошло на нет. И у нас были добровольцы. Причем добровольцы отовсюду. Это вообще феномен, это не только Северный Кавказ. Это были десятки национальностей отовсюду. Почему в Абхазию шли через перевал абхазские священники, чеченцы? Вот можно себе это представить где-то в другом месте? Абсолютно нет. Это уникально. И они видели, что делали наши. Это очень важно. В этом меняющемся мире сегодня мы не должны это потерять.
Мы не должны это упустить. Я вспоминаю, как в 2012 году, по-моему, 70-летие султана Сасналиева мы смогли организовать в Нальчике. И как в Нальчике люди узнали, что вот кто такой султан, широкие массы. Это удивительный человек. Нам есть о ком говорить в этих странах тоже. Это все результат 14 августа, того, что уже началась война, и кто на нее как откликнулся. Это самый главный день в нашей истории. Почему? Потому что именно в этот день произошли все те действия, базовые действия, которые позволили нам выиграть. Ну и по сей день стоять на ногах. То есть такой взрыв человеческой народной энергии был, несмотря на то, что как бы ситуация вот такая, да, внезапная же, да, все обрушилось как лавина, и тем не менее именно в этот день народ соорганизовался. Были отдельные островки нерешительности, там, двусмысленности какие-то, но они как бы в общем таком энергетическом потоке они быстро рассосались, да, и приняли тоже как бы правильную конфигурацию. В теле народа как бы они тоже организовались. Вот. То, что было сделано в этот день, начиная вот от Гагри, там, заканчивая там, Очимчире, Галицгой и так далее, вот постом Ахурей, это вообще тема отдельного исследования, я считаю, и очень серьезного исследования. К сожалению, этого не сделано. А вот этот день, он стоит года войны. Вот это именно день. Потому что было совершено невероятное количество решительнейших и верных поступков. Но то, что касается лично моих ощущений, когда началась война, когда мне, как бы я узнал об этом, да, ну, и мне показалось удивительным. Для вас война была неизбежна, и она была ожидаема, или все-таки вот то, что Ожидаемо. началось 14 августа, это было внезапно? Не, ну то, что можно ждать и все равно получить внезапный удар, это очевидные вещи, да, абсолютно. Но для меня лично было, знаете как, я считал, что они не начнут, потому что уже поздно. Реально была бы начать против нас войну где-то июнь-июль. Август — это поздно. Я сейчас не могу долго... А почему вы так думали? Ну, август всегда поздно. Это, знаете, ну как, это уже ближе к осени. Там дальше уже идут совсем другие дела, и климатические, и психологические. Мировые войны начинались Раньше. в июне. Да, раньше всегда. Май-июнь. А дальше уже сложнее. И я как-то тоже, ну, имея какой-то опыт там свой, там, и как бы читая много, изучая историю войн, там, я как-то полагал, что это невозможно. В августе это очень поздно. Но ошибся. Ну, то есть я исходил из каких-то трезвых, да, вещей, там, да, оценки ситуации. Они исходили из того, что за 3 дня они выиграют. Они нас посчитали. Если там... исходить из того, что у них операция-то Блицкриг, насколько я понимаю, а климатические условия у нас все-таки благоприятные. Может быть, надеялись, что получится, ну, даже видите, до осени. Ошиблись. Я обрадовался. Вот я вам скажу, почему. То есть... Ну, я военный человек был на тот момент. Я обрадовался. И не я один. Все наши офицеры, все наши вот друзья, которые возглавляли подразделения, я сейчас за молодежь не говорю, за наших солдат, у нас появилась ясная картина мира, как бы, да. То есть я лично, например, и в общении между собой, вот с ребятами, там, Делба Валера, Царство Небесное, там, Ваху Гвинджа, Сергей Ашба, там, Аслан Каци и так далее, вот этот круг наш, и Агуцерский батальон, офицеры, мы вот общались. Мы, как военные люди, мы были всегда готовы к военным действиям. Но если бы военных действий не было бы, а против нас применили бы какие-то вот такие, знаете, приемы, которые сегодня применяет мир против нас, или против какой-то другой страны, всякие такие технологии, которые смущают и разрушают ум народа, растаскивают его по разным углам. В принципе, мы сейчас же в этой ситуации. Вот это было бы нам страшнее. Мы бы не смогли бы выполнить никакую задачу, как народ. Вот если бы против нас действовали, так скажем, какой-то такой неочевидной силой, да? Косвенная стратегия, так называемая. А война — это самое простое для нас было, на самом деле. И сами грузины тоже через какое-то время сказали: слушайте, мы сделали самое плохое. Вы абхазцам напомнили, кто они. Они воины, и они взялись за оружие и воюют с нами. Ну, многие его как день печали отмечают. Ну да, естественно, конечно, но это начало наших побед. Это есть за что гордиться. Что с вами происходило вот в этот первый день? Что вы делали и ваши друзья? Ну, я был в таком коротком отпуску.
меня отпустили. Я в воинской части же служил в гвардии. Я был в коротком отпуску. По своей собственной профессии должен был поехать в Грозный и ставить спектакль. Ага. Я попросил, там, меня очень просили, как бы, из Грозного, там вот очень хороший театр был, сейчас не помню фамилию режиссера, Макбет Шекспира, да. Вот я там собрал свой чемоданчик, эскизы и так далее, там снял одежду военную, положил, взял этот и собирался ехать уже в аэропорт. Сперва мне приказ получил держать Гумистинский мост, потому что опасность была, что сверху через Гумистинское ущелье вниз могут со Шромы спуститься и захватить мост, потому что мост всегда стратегическое место. Но потом, когда подошло уже Гудутское ополчение, это примерно к 11, не к 11, к 12, я уже ушел к своим подразделениям туда, вот на Красный мост. Ну и здесь уже как-то дальше. Мы исходили уже из логики ситуации, из целесообразности действий и принимали решения. Что бы ни было, это да. уже о мистике. Это уже тогда о мистике, да, то есть Да. мистика, да, вот, ну, я лично что увидел, скажу, могут кто-то меня посчитать сумасшедшим, но вот так вот, знаете, как радиация как будто упала на землю, вот это ощущение, вот как бы озон исчез, и вот радиация. Есть такое понятие, знаете, вот у викингов лозунг слова, да, вот лозунг. У них слово лозунг означает свист или шепот мертвых над полем боя. Вот это слово напрямую означает именно вот это. Вот это я как бы увидел, только я увидел наших абхазских воинов древних. А увидели как? Вот этот звук, даже не то, что увидел, там Это- мое даже воображение, То наверное... это же было не во сне. Нет, это вот так на поле боя, это было реально, прямо на Красном и Белом мосту. Вот этот вот шепот и свист покойников, которые там 1000 лет назад воевали за Абхазию, там, вот это, я их всех как бы вот увидел, да, вот эту массу. Вот такое ощущение, как будто это под воздействием, какая-то радиация вот такая была, белый свет упал вот так с неба, это я видел. Ваше сознание или подсознание подключилось к какому-то Абсолютно, другому да, и измерению. сразу даже их образы нарисовала. Ну, давайте так, вот смотрите, ну что такое мы, да? Мы кончик, да, вот какого-то огромного копья, да, вот эта древка, это вся наша история. А вот мы кончик. Если кончик затупленный, значит, он не работает, да? А если он острый, значит, он работает, потому что вот эта вся масса, там, тысячи, сотни тысяч или миллионы абхазцев, которые когда-либо жили на этой земле, там, радовались, умирали, сражались, там, свадьбы играли, это все наша сила. Вот эту всю силу я там увидел. Это имеет отношение к духу нации? А это и прямое, это оно и есть. Дух нации — это острее. Это острее. Да, сегодня уже возникал вопрос в беседе. Это прямое, это стихи Да, этот Бардадима. вопрос. Это один в один. Стихи Вот Бардадима. перед вами как раз мы вспоминали эти стихи Да, его. но это он абсолютно, это гимн Да. абхазский. Он Это- ястреб, считающий мирных Да, мужчин да, в да, горячее время да. И сражения. буйвол, да. Как бы это все же на линии фронта, и политики туда приходили, на какие-то переговоры пытались выйти и так далее. Да? Это же происходил процесс именно 14-го. Но принятое решение мне не понравилось. Ага, о том, Решение чтобы- было принято Да, отойти, да. обороняться дальше. Выбивать их за реку Келасур, и там удобно ребеж и Вы занимать считаете, оборону. что были силы для этого? Я думаю, да. На нашей стороне очень много сил было. Я имею в виду не только физические, а вообще Значит, по этому решимость. поводу разные позиции вот есть. Ну, да. нет, ну вы понимаете, как вот это можно чего угодно говорить, но арма чаяйра год. А это вот, всегда так. До 14 августа я, например, от Сергея Мироновича сегодня услышала, что уже понимая, что все-таки агрессия произойдет и так далее, какой-то план, пусть и схематичный, он был, если не на бумаге, то в головах, о том, что нам придется закрепиться на Гумисте. Такого не было? Вы знаете, я Сергею Мироновичу через Мушни Хварский и через Бесика Саканя давал документ, бумагу, аналитическую справку, которую писал я сам, ну, вместе с своими друзьями. Это было когда? Это до войны, До где-то 14. это было в июле. Это было в июле. Там это все было написано, что будет внезапный удар, и мы откатимся до Гумисты, и что там в течение полугода мы сможем как бы вернуть все свои позиции. Единственное, в этой аналитической справке не было освещено... Ну, а это не противоречит тому, что говорите по поводу города Сухум. Почему отошли? Но и это я исходил из того, если это будет внезапный удар, если мы не предпримем каких-то мер. Вот о чем речь шла. Понимаете, там предлагался ряд мер, которые бы не позволили эти вещи.
И в этой аналитической справке единственное, что было не учтено, что они смогут высадить в Гаграх десант. Вот это вообще мы даже в голову не могло нам прийти, потому что мы не думали, что российский тогда вот этот совместно Украина-российский, украинско-российский Черноморский флот, он тогда так назывался. Какая-то такая непонятная была такая промежуточная форма их взаимодействия между собой, что он им даст плавсредства. Он им дал десантные эти все, значит, средства, и они высадились. Мы редко об этом говорим, но за каждым военным, за каждым ополченцем, политиком и так далее, всех вот вовлеченных в этот процесс стояли еще родственники, дети, родители и так далее, и так далее. Вот что больше всего вот в этот день вас тревожило? Честно говоря, больше всего, конечно, переживаний было за наших бойцов, которые оказались в окружении, в разных местах, по разной ситуации. Часть Вагудзерская, часть Бабушерская, те, которые охраняли тюрьму, почему-то начали наших бойцов ставить на охрану аэропорта, на охрану тюрьмы. Они все разрознены, все наши бойцы. И они все оказались в окружении. Кто-то сразу в плен попал. Войска, которые должны были совершить нападение на Абхазию, находились глубже, чем могла проверить наша разведка. Вот ведь о чем речь идет. То есть удар нанесен из глубины. Потому он такой стремительный и внезапный получился. Человеку уместно мысленно возвращаться в прошлое. Что вы сделали только что? Вопрос в развитии нашей беседы. Когда анализируешь прошлое, пытаешься глубже понять события с твоим участием, рискуешь спровоцировать для себя много вопросов, хотя есть случаи, когда все логично укладывается в формат времени. Я многословно, извините. Вопрос. Как с высоты последующего жизненного опыта, политического опыта, как вы оцениваете алгоритм наших общих действий? Ничего привнести не хотелось бы или было сделано максимально возможное? Я думал много и часто думал о том, могли бы мы избежать этого, могли бы мы как-то к какому-то компромиссу прийти, чтобы не было этих всех жертв, которые мы имеем сегодня. Я просто понимаю, что не было такой возможности у нас, потому что они были настроены показать силу. Когда, как говорится, у вас в руке молоток, то вам кажется, что все проблемы — это гвозди, которые можно забить. Они получили такое количество оружия, они хотели поставить нас на место. Совершенно очевидно было, что уже, понимаете, когда уже это началось, уже думать о том, какие могут быть другие пути, уже было невозможно. Я просто помню такой момент, я никогда не рассказывал, когда вот первый день войны, вот в Гудаутах, ко мне женщины подошли и даже на колени упали. Не губите наших сыновей, сказали. Сергей, мы тебя так спрячем, тебя грузины не найдут, не губите мальчиков. Я их поднял, я сказал, мы победим в этой войне. У нас другого нету пути. Уверенность какая-то была, не знаю, откуда она у меня бралась, может, я не осознавал, какая мощь. Но я знал, какой настрой у наших парней. Знал, какая мотивация у наших людей. То есть чувство ответственности, политика вот в такой вот ситуации. Уже я понимал, что отступать некуда. Когда уже это началось, был только один путь. Как-то Владислав Арзенбах давал интервью Караулову, и он сказал тогда, что вот мы в первые дни не понимали, какие масштабы все это достигнет. И, говорит, один мой товарищ сказал женщинам своей семьи, сидите дома, не выходите. Вот через несколько дней все утрясется. Это был я, который сказал своим, не выходите, закройте, сидите дома. Скажите, вот когда Бадя по телефону каждый раз пытался сказать правду, Да. которая ему была доступна, им дать информацию, что танки идут, уже вошли в Абхазию и так далее. А почему Владислав Григорьевич реагировал? Как это можно объяснить? Ну, во-первых, пост, который у нас был на Ахуре, невозможно было пройти незамеченно. Поэтому он стал туда и звонить. Неоднократно набирал по вертушке, не мог дозвониться.
Все остальное это не для телевидения. 13 августа, 12 августа я разговаривала со многими людьми. Тогда, кстати, грузинское телевидение показывало же в Абхазии. И все вот эти новости люди наши слушали. И от простых людей, вот даже в селах, я знаю, что они говорили, завтра войска будут здесь. Ну, А многие политики не верили в то, что завтра Ладно, войска вот, будут здесь. ну ладно, скажу, я это вы не покажете, может, пускай где-то в архивах остается когда-нибудь, когда нас не будет, может, покажет. Честно вам скажу, мы тогда так и предполагали, так и было у нас, что фронт будет по Гумисте, если начнется война, мы только там сможем организовать. Почему мы и согласились отойти, кстати говоря. В Восточной Абхазии будет партизанская война, такое у нас было. Значит, Вот такое понимание было уже. такое понимание было, такая стратегия у нас и была разработана. Да. Там что будет делать Кварчал, было, ну, у нас это было сделано. Но когда появился Сергей Платонович Дбар, это тоже была отдельная история, потому что до него были эти военкомы грузины, военкомы Абхазии. А здесь ко мне подошел дядя его, Сергея Платоновича, и сказал, что вот в Германии служил племянник, он вернулся и так далее. И мы ухватились за эту идею, потому что мы хотели абхазца сделать военкомом Абхазии тогда. И я переговорил с Саидом Таркил. Саид Таркил там тоже хорошую поддержку дал. И мы смогли тогда Сергея Платоновича сделать военкомом Абхазии. Сергей Платонович, когда приехал, он сразу пришел в Айтглара. И когда я ему рассказал, что вот какая у нас ситуация, и попросил его советы дать нам профессиональные и так далее, он даже мне сказал, говорит, это... Ну, а я с ним начал обсуждать, как создать вот такое народное ополчение вооруженное, которое в случае чего может стать тогда. Он мне даже такую фразу сказал, до сих пор помню. Это тема моей дипломной, говорит. Это я, говорит, отлично знаю. Потом Вова Аршба появился. У нас уже два таких. Потом Вова Аршба, кстати, в Агудзерах и был, когда вот началась война. Потом первое ранение получил, когда мы отошли. Мы сперва, когда парней отвели, наших бойцов, от Баслы реки, они сперва там, у Универсама, вы знаете, Ну да. сосредоточились. Там вертолет налетел, удар нанес, и там Вова ранение получил тоже. А потом уже отвели к Гумисте. В этой истории я участвовала. Очень хорошо знаю вертолетный Ну, вы- обстрел. Это он был просто ужасный. Ужасный Да, был. я И, вас видел. в принципе, Владимир Ашпа, он один из первых раненых в госпитале, я помню, когда мы Да, его да. проведали. Мы же встречались и в командах, я вас видел. Да. Можно было как-то оттянуть этот процесс, да, по времени. Наверное, можно было бы. Но если мы вспомним, что это был приход Шеварднадзе, да, тогда ведь перед тем, как сюда двинула армия, к власти в Грузии пришел Шеварднадзе. Значит, это уже другой политик, с другими покровителями, в том числе и в России. Это не Гамсахурди, против которого можно было кому-то апеллировать, понимаете? Все это было сложно, и в наших возможностях, мне кажется, абхазское руководство с Владиславом Григорьевичем Марзенбо сделало все, что можно было сделать. Я бы, конечно, постарался грузин выбить за Киласур, по-любому. Если бы мы перешли в наступление, мы бы их за Киласур точно выбросили бы. И еще бы взяли бы кучу трофеев. Вот скажите, в первый день войны вы случайно не вспоминали Северный Кавказ как помощь? Нет. Не думали об этом? Я первый раз услышал о них числа 22 или 26 и сильно удивился. Как-то стало, во-первых, стыдно, потому что, а что они сейчас умирать за нас будут, это как-то они наши гости, да, вот я сперва подумал, что вот они принесли оружие, оставили нам, дальше мы сами, а они еще и воевать стали, и вот это мне как-то было неловко, честно говоря, за это. Нет, я выше всего ценю этот подвиг, потому что это нардский подвиг, это эпос, да, это невообразимая вещь. Но когда я услышал, мы на Гумисте уже были, я сперва не поверил, а потом говорят, объезжайте, мы их видели, я был в шоке, конечно. Политика – сложнейшая сфера.
Но мирному парню броситься в огонь войны – крайне опасный выбор. Кто они, живая сила нации, авангард защитников Родины? Очень хотелось бы услышать это от вас. Были люди старшего поколения, которые, конечно, осторожнее относились к этому делу и готовы были на большие компромиссы, чем мы, молодые. Я сегодня, если бы тогда был в нынешнем возрасте, я не знаю, может, я так же поступил бы. Но я знаю хорошо людей в политических наших кругах, высших политических кругах, которые не хотели, чтобы дошло до столкновений, до войны. Но мы понимали, что это, если мы не будем сопротивляться, мы потеряем все. И мы были более горячие и отчаянные. А надеялись на кого? Надеялись на тех активистов, которые мы видели Вайтглера. Мы когда создали вот, полк внутренних, переформатировали его и создали гвардию, мы же видели, кто там, какие парни. Как они были настроены. Живая сила нации. Конечно. Вот они и есть живая сила нации. Молодые парни. Да. Но я почему когда сказал, что наше вооружение с их вооружением никак невозможно было сравнить, но я сказал, что я видел дух нации. Вот на это и был расчет. Да. И почему-то я уверен был тогда, хотя танки были, у нас их ничего не было. Вот первый танк взяли трофейный. Практически можно сказать, что у нас ничего не было, но у нас был дух. Ну вот, да, вот почему-то уверенность была, что этот дух сильнее, чем танки. Да, я потом вспоминаю, помните, Бардадым успел, хотя он очень рано погиб, конечно, да, он написал стихотворение о духе нации. И Да. я запомнила на всю жизнь: он ястреб, считающий мирных мужчин в горячее время сражений. Ну, на всю жизнь я это запомнила. Это было настоящее определение. Бардадым — это та боль непроходящая, которую... Я знал его и до войны, я у него дома бывал в Москве. Это был, конечно... Если бы он сегодня был жив, он был бы очень известным поэтом в России. Что надо делать, мысли были, но мы мыслили, а ребята уже были. Вы понимаете, хорошо. вот ребята уже стояли на своих местах. Вот тут очень важно, я как-то, раньше была такая книга Ивана Стаднюка «Война», и там мне запомнился такой фрагмент, когда вот обращение Сталина, да, к народу, что началась война, а до него уже механизм был запущен, до его обращения. То есть те, кто находились на рубежах, те, которые знали, что им надо делать, они это делали. И наши ребята не ждали обращения, что вот войска Госсовета, те, кто действительно хотел и жаждал свободы в стране, они уже знали до этого, что делать. Мне кажется, это очень важно. И вот это наши пляжные мальчики, которые оказались настоящими мужчинами. Я не говорю о деревенских ребятах, это совершенно другая категория. А вот пляжные сухумские, гагарские мальчики, которые оказались способны другая взять оружие. категория, все-таки разъясните. Это Не, я имею в виду, что это люди, которые, ну, в силу того, что они живут в селе, они там охотники, они знают тропы, они знают оружие. И ребята все, еще раз говорю, до того, как уже власть официально обратилась, что вот Госсовет Грузии... Они не стали ждать, конечно, не стали ждать, потому что мы, когда выезжали, я видел, что творилось вот внизу, на базе этой в Гуместе, там никто не ждал. Там механизм был запущен, да, было мало оружия, все, но ребят было немерено. А какие у вас эмоции были? Вы боялись за них или вы Конечно, гордились? конечно. Чего было Нет, больше? тут все вместе. И боязнь, и гордость. Ну, может быть, такой боязни не было, потому что реально та сила, которая сюда входила, мы ее не знали. Мы их готовы растерзать были, вы что, мы готовы были их вообще там просто руками разобрать, эти ихние танки. Именно руками, получается? Да, ну так и происходило, что этот танк, который подбили, например, под эстакадой, он там загорелся, ушел, а там ребята подбегали просто прямо на решетку мотора, ложили обычные осколочные гранаты по 5-6 штук. Он взрывался, там не хватало, еще бежали, это все под огнем, это вот так горячо все это было. Это молодежь делала, да. Именно молодежь. Конечно, это наши солдаты, вот я их там перечислял, там Ахра, Лацушба, там вот Отерба, Астамор и так далее, такие ребята. Время преобразует не только человека, ну, разумеется, и общество в целом. Нас часто упрекают, что мы застряли на поле боя, что живем прошлым. Понимаю, что вопрос большой, сложный, но я готова для восприятия именно лаконичного ответа.
Задаю его, потому что хочу завершить нашу встречу с вами мыслями о будущем. Итак, вопрос. Мы застряли, мы дрейфуем или смотрим в будущее? Слушаю вас. Я Это думаю, возможно. что вот в том, что вы говорите, есть много правды. Потому что вот до войны у нас была идея. Она сплотила людей. Оружие взяли многие люди, которые вообще не приходили, ни в Айтглера, мы их не видели. Но эта идея, она дала возможность вообще поверить в нее, понять ее представителям других этносов, которые живут в Абхазии, представителям братских народов Северного Кавказа. Вот сейчас вот нет такой идеи, которая бы сплотила общество, которая бы показала, зачем и куда мы идем вообще. И поэтому мы все время там находимся, в прошлом. Потому что для многих из нас, для нашего поколения, наверное, самое такое значительное событие, которое в нашей жизни, это война. Хотя она длилась немножко больше года, но последствия ее и до сегодняшнего дня в каждом из нас оставили свой такой глубокий отпечаток, и раны такие оставили. Вот. Но надо преодолеть это. Надо показать, почему вот, нашим лидерам нужно показать новый путь. И война и вообще наша история, она, конечно, должна остаться в учебниках исторических, но мы сегодня должны думать больше о будущем, не забывая прошлое. Мы не Да, должны о смотреть нюансах. на наше общество, вот мы в военном этом застыли. Извините, давайте мы вспомним, в каких условиях мы после войны были. Мы же после войны были еще в худших условиях, когда нас бойкотировали, когда нам отрубали свет, когда нам не разрешали никуда выезжать и так далее, и так далее. Через все это прошло наше общество. То, что вот вы говорите, это поколение тех, кто воевал непосредственно, да? Но за 28 лет появилось другое совершенно поколение. И вот как тут найти некий симбиоз, у меня нет ответа, а искать его надо. Иначе не получится у нас ничего. Но я знаю, что основа, если мы хотим двигаться вперед, это единение. Вот единение народа, единение власти. То, что было в войну. То, что потом рассыпалось и развалилось. Когда амбиции определенных групп и так далее стали выше общенациональных интересов. Нам вот это надо перебороть. Сегодня у нас есть люди, которые, например, считают, что независимая Абхазия не имеет никакой возможности существовать как независимое государство. Такого, может быть, не было даже лет 10 назад. Да? Но это уже есть. Мы не можем не учитывать эти моменты. То есть это все производные того, что с нами произошло. И нам выводы вот искать надо там, где возможен компромисс какой? Не компромисс между там хаджимбистами, багапшистами, да? Компромисс профессионализма. Если мы его сможем обеспечить, да, когда независимо от того, кто ты, что ты, но ты профессионал своего дела, и ты будешь на своем месте, может быть, тогда мы сможем поменять ситуацию. Но это очень сложный процесс. Разрушить всегда очень легко. Но я скажу крамолу, но для меня время войны — лучшие времена моей жизни. Вот я совершенно искренне говорю. При всех трудностях, лишениях, которые были, это было время, когда мы были едины. Это был единый. Я даже не могу это объяснить, но тебе это понятно, да? Вот когда ты чувствуешь, что ты винтик вот такого огромного механизма, который противостоит не только Грузии, а вообще тому миру, который против Абхазии был. Основная энергия наша, и интеллектуальная, и физическая, и психическая, Да. она уходит Это на правда. обслуживание раскола, к великому Это правда. сожалению. Да, это правда. Но мы должны понимать и другое. Я все-таки надеюсь, что вот та молодежь, которая идет, вот как найти этот симбиоз, да, молодые мозги и опыт тех, кто может что-то предложить. Если мы этого не сможем найти, нас ничего хорошего не ждет. В том плане, что добытая такой ценой огромная 28 лет назад победа, она может быть просто снивелирована. Это самые страшные мысли, которые, в общем-то, закладываются. Еще раз, если возвратиться к 14 августа 1992 года, это был тот случай,
мне кажется, уникальный, да, когда все, власть, народ, общество были едины. Можно сказать, что застряли, но в таком, знаете, в сермяжной форме всего этой памяти, да? Должно быть как? Это должно быть красиво, торжественно и светло, а не вот вечно харкукара. Ну вот. Да, но кто мешает? Мы же не мешаем этому. Ветераны же не мешают, не говорят, говорите о нас, не бьет никто в грудь. Навязывает форму памяти о войне или о подвиге, или о чем-то такую, какую-то очень такую совдеповскую, нехорошую. Вот это пионерия, когда была. Чего нам не хватает для Абхазского этого? в этом государстве, содержание абхазского, я не вижу никакого, ничего. Вот мы же с вами живем, вот мы по-абхазски живем, и отношения у нас такие. Почему наши отношения и наши правила взаимоотношений не являются законом для нас с вами? Что бы мы ни планировали бы, если мы не будем как бы в одном русле, да, с одними мыслями, идеями, и если там сын не отбрасывает идеи отца и не сжигает его дом и строит свой, если вот это вот будет происходить, мы ничего не построим. Спасибо большое.